День народного единства – это один из главных праздников. Он заменил нам День революции, 7 ноября, да? Все-таки мы советские люди, и этот праздник нам очень близок. В современной России народное единство – это одно из важных столпов нашей государственности. Наши тоже научились воевать, можно сказать. Мы сейчас продвигаемся по всей линии фронта, и задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены. Позвольте вас поздравить с Днем народного единства. И этот танк, который символично сегодня отражает подвиг знаменитого танка Алеша, противостоит этой армаде. Сегодня они повержены, сегодня это символы того, что пытаются нам противопоставить, и то, что отбивают наши ребята на фронтах специальной военной операции. Вечная слава героям! Вечная слава России! Народ России един! С праздником! Командование Восточным военным округом приняло решение, поддержанное руководством Министерства обороны, о том, чтобы экспозиция, которая развернута сейчас в Якутске, стала символом нашей грядущей победы, символом нашего единства, торжества, отваги и смелости наших воинов. Решите мне от имени командующего группировкой «Восток», командующего Восточным военным округом генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича, члена военного совета, от всего личного состава пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо вам огромное за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете нам. Общественные организации, волонтеры, руководство республики, весь наш народ. С праздником вас! Спасибо! Впечатление в том, что танки, их много. Все-таки людям надо показывать то, что происходит, ну, как будто бы за завесой какой-то, да, и то, что действительно все-таки есть те шаги вперед, которые делают наши ребята, которые нас защищают. Самое банальное то, что вот видишь на экране телевизора, но вживую ты не можешь оценить размеров техники. Впервые вижу ее вживую, в том числе Брэдли, в том числе вот М113. Интересно все это вживую увидеть. Ну, это хорошо для молодежи, чтобы видели это, что это такое, как война какая страшная, и какая бывает техника такая.
Ну, наши молодцы, конечно. Но все равно Россию никогда не победить. Никогда. На